На Синдемиркинском могильнике в прошлые годы был сделан также ряд уникальных открытий, что делает этот памятник необычайно важным для археологии первого тысячелетия нашей эры Средневолжского региона. Впервые здесь зафиксирована шапочка, то есть головной убор женский, причем практически в полной сохранности. Благодаря обилию бронзовых украшений сохранился череп погребенный, и на нем ткань и даже волосы умершей женщины. И удалось определить покрой шапочки, цвет ткани, способы переплетения и конфигурацию женских украшений. Сейчас готова к публикации статья на эту тему, которая выйдет в одном из центральных изданий, вероятно, в кратких сообщениях Института археологии. Также одним из уникальных находок прошлых лет на могильнике является погребение литейщицы. Так условно в финно-угорской археологии средневековой называются женщины, погребенные с формами для отливки украшений или с вьячками, то есть приспособлениями, такими ложечками, которыми черпался расплавленный металл. Эти женщины, они, как правило, очень богатые, богатые комплексы с ними, причем ряд атрибутов мужских с ними содержится. Этот феномен, он в финно-угорской археологии начинается с 3 века и где-то до 13-го существует, распространен именно у волжских финнов, муромы, марийцев и мордвы. И согласно еще сохранившемуся марийскому фольклору, можно говорить, что эти женщины, они занимали такое важное социальное положение в обществе, были хранителями традиций племени, народа и, возможно, занимались колдовством. Вот. Ну, исследования на могильнике, надеюсь, будут продолжены в будущем. Пока же небольшой перерыв мы делаем в исследованиях. Что касается дальнейшей судьбы этого населения на территории Чувашского Поволжья, то нам известны последующие древности, говорящие о формировании древней мордовской культуры. Этот процесс занимал достаточно широкий регион, в том числе и Чувашия. В частности, 2 таких крупных ареала были на Нижней и Верхней Суре. И вот Чувашское Посурье тоже охватывало эти процессы, и у нас известны древности мордовские до 7-8 веков. Это городище Нажавар и Ваньковский могильник. Их пока не так уж много, но они говорят о том, что древняя Мордва здесь жила где-то до конца первого тысячелетия нашей эры. Как известно, она здесь есть и сейчас, и, вероятно, она сюда вернулась. Все-таки в период раннего Средневековья, где-то, может быть, 9, 10, 11 века, она немножко смещается на запад, и потом, как минимум, с 14, а может раньше, она обратно сюда возвращается. И, конечно, вот это население, оно приняло участие в формировании уже чувашского народа. Когда булгары-чуваши сюда пришли в ордынское время, они, конечно, с ними встретились и часть их ассимилировали. Что касается дальнейших планов на полевой сезон 2017 года, нашего отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук, то уже сейчас, 25 июля, мы собираемся организовать раскопки по изучению самого древнего памятника человека на территории Чувашского Поволжья, стоянки мастерской эпохи Верхнего Палеолита Шолма, расположенной на территории города Цивильск. Раскопки там продлятся до начала августа, где-то до 4-5 числа. Возможно, надеемся, что полученный там материал позволит лучше понять систему адаптации древнего человека к местным условиям еще конца ледникового периода, понять его культурные истоки, что в конечном счете поможет нам дать ответ на то, откуда пришли люди сюда, какие они были, чем отличались от нас. И в августе и сентябре 2017 года у нас планируются археологические работы на территории Посурья опять. Это Алатырский, Порецкий и Шумерлинский районы Чувашской Республики в рамках реализации гранта РГНФ, который нам удалось выиграть совместно с казанскими и тольяттинскими молодыми учеными. Он предполагает работу в течение 3 лет по проблематике, опять же, первого тысячелетия нашей эры и позволит за 3 года, я надеюсь, ответить на вопрос,
Какое население здесь жило, кто его сменял, какие культурные импульсы оно испытывало, как взаимодействовало с соседями, какие были у него системы жизнеобеспечения и так далее. Все, чем занимается археология. Дело в том, что Среднее Посурье – это очень такой важный регион. У нас уже здесь есть такие наметки на будущее, есть ряд опорных памятников, изучив которые мы сможем с значительной степенью достоверности говорить даже в масштабах более большого региона, как сменялось здесь население. А в эпоху великого переселения народов население сменялось достаточно здесь быстро. Все, спасибо за внимание.